Всем привет! Эфир телеканала «Осетия Эрстон» продолжает еженедельный спортивный проект «Передача». В этом выпуске, как всегда, актуальные новости прошедшей недели и беседа «Хоккей». Ну а пока к новостям. Как обычно, с футбола. Очередной спарринг красно-желтых на сборах провалился. В субботу Алания провела матч с ФК «Новосибирск». Это команда 3-го дивизиона. Состав остинской команды на ваших экранах. Итоговый счет встречи 5-1 в пользу новосибирцев. В тот же день сыграли с грозненским «Ахматом». Состав команды был другой, а результат такой же. Красно-желтые уступили, правда, не с таким разгромным счетом – 2-0. Месяц назад новость об этом событии облетела всю Осетию. В республику везут главный трофей континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Имя легендарного космонавта он носит неспроста. Инициаторы и организаторы хотели найти образ, который в глазах всего мира ассоциировался бы с выдающимися достижениями. Итак, Кубок Гагарина прибыл во Владикавказ 16 февраля и сразу же прямиком в нашу студию. У нас в гостях заместитель директора североостинского филиала Ростелеком Андрей Попов, знаменитый хоккеист, многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин, главный тренер сборной республики по хоккею Марат Арсагов и юный хоккеист Евгений Бояркин. Уважаемые гости, спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию. Андрей Сергеевич, как так получилось, что компания Ростелеком привезла этот кубок в Осетию? Добрый день. Значит, на протяжении уже 9 лет Ростелеком и Континентальная хоккейная лига являются партнерами. И на протяжении этих 9 лет такая акция происходит в регионах нашей страны. Акция, которая пользуется популярностью, спросом. Мы сегодня это видим во Владикавказе. Очень много желающих подойти сфотографироваться с кубком. Хоккей, я считаю, один из наиболее не то что массовых, а популярных видов спорта. Как республика вообще приняла инициативу привезти этот кубок? Когда Ростелеком уведомил республику, что возможно привезти кубок КХЛ к нам в регион, значит, органы власти в лице правительства, Минспорта, они отреагировали радостно. Помогли организовать мероприятия, которые будут проходить на территории нашей республики, в том числе и новая арена Такбан откликнулись, где будет проходить и турнир, и церемония подписания соглашения между Ростелеком и Минспортом. Поэтому здесь все причастны, все радостны, и надеюсь, что 2024 год станет стартовым годом приезда этого кубка к нам в регион. А где кубок уже был и куда он поедет после Осетии? Кубок, значит, могу по югу сказать, будет в Ростове-на-Дону, в Сочи, в Астрахани. И то, что касается СКФО, во Владикавказе. Наши зрители, конечно, не видели, да, но кубок устанавливало несколько человек. Это очень ответственная задача. Как перевозится он вообще? Перевозится он, конечно, специфически. Весит он около 19 килограмм, 925 проба серебра. Его можно переносить только строго в перчатках, потому что там есть определенный слой, который трогать нельзя. Но есть один нюанс. Команда-победитель Кубка КХЛ может его брать живыми руками. Вячеслав Михайлович, я вас представлю, если вдруг найдутся такие, которые вас не знают. Вы участник той самой легендарной суперсерии 1972 года, после которой канадские обозреватели писали, я зачитаю прям цитату: «По прошествии самой отрезвительной недели в истории канадского спорта хоккей стал русской игрой». Как вообще проходил тот матч, если вот прям вспомнить? Ну, мы прилетели в Канаду. Там сборная Канады, конечно, была разрекламированная. Ну, спорили, вот, например, я поспорил с корреспондентом. Он говорит, вы ни одной игры у них не выиграете. Это в самолете. Я сказал, что мы выиграем. Одну, но выиграем. Я думаю, ну, мы так тренируемся. Ну, что же они? Кости такие же, мышцы такие же. Ну, ему пришлось в Торонто газету свою есть. Он хотел статью, я говорю, по-английски newspaper. Ты мне говорил newspaper. Newspaper — это газета, а не статья. Я ему накидал. Чисто рекламный был шаг такой. Первая игра. Быстрых 2 гола забили канадцы. Всеволод Михайлович Бобров говорит, ну,
давайте в свою игру играть. Зачем что-то менять? Играйте в пас спокойно, успокойтесь. И когда успокоились, закончилось все 7-3. Канада вообще, вот мы в аэропорт вошли, а мы в пиджаках с гербами были СССР. Вот и весь аэропорт, вот, слышали, National Team, хоккей National Team, хоккей National Team. И все остановились и смотрели на нас, как, не знаю на что. В Канаде же спорт номер 1 – это хоккей. Что испытывали спортсмены после победы именно вот этой вот Наши? неожиданной? Да. Наша команда? Ну, как обычно, мы так там друг друга поздравляли, ребят, молодчики, ну, более как бы активны, чем мы играли вот первенство мира или более активно. Но активнее всех были дипломаты. Дипломаты прыгали до потолка, мы думаем, что с ним случилось. Они в раздевалку вошли, прыгают, скачут. Мы там... Лично я спрашивал одного: вы что прыгаете-то? Вы же чем хоккеисты там? Вы, говорит, сегодня такое дело сделали. Трюдо подписал пшеницу и цену, на которой мы бились 2 года. Количество пшеницы для Средней Азии. Ну вот, выиграли 7-3. Еще для страны сделали такой подарок финансовый и количество зерна, которое в Среднюю Азию пошло. Вот они поэтому так и радовались. А почему вообще хоккей? Как все началось для вас? С детства занимались? У меня отец, вообще он играл за мужскую команду Василия Сталина в русский хоккей. Коньки, мячики, вот эти вот, клюшки полукруглые дома все время были. Отец один раз в детский сад за мной пришел, ему клюшкой, у него шрам здесь такой был. Мне воспитательница говорит: за тобой папа приехал. А он в форме приехал, в летной. Я выхожу, где родители обычно. Думаю, какой папа. Там вот такой синячище, все расплылся. Думаю, ничего себе. И он мне: Слава, иди сюда. Ну, я спросил ему, попали ему клюшкой. Вот. И я жил около стадиона юных пионеров. Меня вообще притащили родители за шиворот. Была такая тренер по фигурному катанию, Гранаткина. И меня в фигурное катание записывать пришли. А я катался на конькобежных коньках. У меня мама конькобежным спортом занималась. И размер маленький, и туда валенки мои всунули. Лезвие длинное же. И вот я на них в Новогирееве по укатанной дороге катался. И вот на стадион юных пионеров меня привезли уже на такой лед. Гранаткиной. Пока они там разговаривали, что мы сына хотим записать в фигурное катание. То есть, да, и я исчез. Они мне говорят: пропал, и нигде ты. А я уже на хоккейном поле, где там в хоккей играли. Я уже на сугроб забрался и хоккей смотрел. А в хоккей меня привел певец Беляев. В краснознаменном ансамбле пел. Калинка, малинка, роднина потом каталась. Я даже не знал, что какие-то клубы есть. Динамо, ЦСКА. Вот он меня в ЦСКА привел. Меня после 20 дней отчислили, потому что плохо катался. А мне из Швеции, у нас же дипломаты там военные же, дипломатическая академия, они, вы знаете, кто такой дипломаты военные за границей. Коньки, сапожки принесли, договорился наточить, а станок сломался. И вот я там, как корова на льду. И мне говорят: иди учись, потом придешь. Потом я наточил коньки. Гимнастикой я занимался год. Там посмотрел, крест Азаряна качал, трапециевидные мышцы с резиной. Там большое стекло было в ЦСКА. И как сейчас помню, 47-й год вышел, красивая форма такая хоккейная, ЦСКА, голубые трусы синие такие. Думаю, гимнастика мне не нравится, я не пойду. Не буду больше заниматься. А уже первенство Москвы должно быть. И пошел. Коньки наточил мне отец сам. То, что в русский хоккей играли, они сами коньки точили. Не в металлоремонт, где поперек вот так вот точили, а он мне сам отполировал. Вот меня записали, и с тех пор я так и остался в хоккее.
А как считаете, что необходимо, чтобы стать профессиональным хоккеистом? Это должно быть как-то заложено прям с детства или можно все-таки им стать со временем? Вообще с 13 до 17 лет можно любые качества спортивные можно развить искусственно. Но это надо делать правильно. И даже если кому-то дано, например, вот Хелмут Балдерис был, да, такой хоккеист, но он скоростной был, ему не надо было заниматься даже какими-то рваными упражнениями, себя рвать все время. Он от природы был вот такой. Вот. Но если чуть похуже, например, взять Валерку Харламова, да? У нас родители дружили, они нас смотрели на открытом льду, когда катались. У него стартовой скорости не было, но техничный был очень, небольшого роста. На одном месте мог по 3 человека обыграть, а скорости не хватало. Потом вдруг ни с того ни с сего, у него после Чебаркуля, его же Тарасов отослал в Чебаркуль, что не годится. Все в Японию улетели, он в Чебаркуль. Мы его провожали, я, Будунов и Лебедев. Приехал он неузнаваемо крепкий, такие ноги прям вот огромные. По сравнению с тем, как провожали, прошло месяцев 6-7, он просто другой приехал. У него трапеция видно, вот так вот такая мышца, он прям разделся, думаю, ничего себе, Харлан, ты что делал-то? В Чебаркуле, говорит, отжимался. Но ноги здоровые. И он вот с первой игры как покатил. Так получилось, что с ЦСКА с Чебаркулем 1/16 финала Кубка СССР играли. Тарасов увидел его там, а он уже забил голов 50, наверное, за эту команду Чебаркуль. И он его возвратил назад в ЦСКА. И вот поставил с питерским СКА играть, с Петровым и Михайловым. Вениамин Александров, он ногу сломал, и вместо него вот как раз Харламова поставили. И они пошли. Они 4 гола забили. И вот с этого момента они вот тройкой так и играть стали. Вот. А так, стартовую скорость развить можно. Вот я вот на примере Валеры Харламова. У меня тоже, мне тренер сказал, потому что площадка маленькая у нас была во дворе. У нас Юрий Власов жил, олимпийский чемпион по штанге. Татьяна Тарасова жила у нас во дворе. Армишевский Игорь, олимпийский чемпион мира. Брежнев Владимир. Это все из ЦСКА. Потому что военный городок такой был. А у меня отец, кроме того, что он в хоккей играл за Сталин, он был главным инженером центрифуг и барокамер, где готовили космонавтов. Почему я вот был у Гагарина дома? Не у Гагарина дома самого, а Воронов такой был запасной. Там Гагарин был, Леонов был, отец мой. И вот они в проферанс играли. И потом на следующее утро меня Гагарин на машине катал. Потом спортивную машину хотел показать. Так что к этому кубку... А я за него играл, у них команда наша называла. А говорят, трусы не играют в хоккей. Вообще, какие качества? Вот вы рассказали качества, которые можно развить. А может, есть какие-то черты, качества, которые должны быть в хоккеисте уже прям врожденные? Нет, ну некоторые, например, вот взять Александра Овечкина, да? Он по технике не такой, как ни Харламов возьмем, ни Викулов, ни Мальцев. Хоккейный Есенин, правильно? Это не Мальцев. У него своя стезя. Он крупный, большой, с хорошим броском. Ну и сейчас он на втором месте в НХЛ. Он это место как бы занял и никого туда не пускает. Бросает мощно, на ворота лезет за счет физической силы. Другой за счет хитрости. Вот взять Бориса Михайлова. Он с центра поля еле докидывает до ворот. Мы на тренировку кидали, он до ворот еле докидывает. А голов забил больше всех. Ну, в том чемпионате, не считая КХЛ, сейчас Мазякина не будем брать. А он даже Старшинова обогнал по голам. Ну вот за счет того, что он на пятаке был, не в аве, его могли лупить сколько хочешь, а он терпеливый, тоже характер, правильно? Но рук вот таких, как у Овечкина, у него не было. Длинная клюшка была, и очень крепкие ноги, катил здорово, и успевал добивать шайбы. Эспозито же говорил, что это Михайлов осточертел там на играх. Он, как не поверишься, он то с одной стороны, то с другой. Разные хоккеисты. Игоря Ларионова взять. Ну что он, здоровый, что ли?
нездоровый, нормально развитый такой, худощавый даже, можно сказать. Ну, в пас играл великолепно. Пятерки. Макаров, Крутов ему два крайних нападающих. Они между собой очень здорово функционировали. Потом еще защитники Фетисов с Касатоновым. Ну, вот пятерка была. Сколько лет они играли вместе? Десятилетия. Сколько чемпионатов выиграли, Олимпийских игр. Так что надо стремиться, Тарасов говорил, не стремиться, а переть. Может, маленькие хоккеисты не поймут, что такое переть. Ну, идти вперед к этой своей задаче. Но без помощи тренера, конечно, ты просто не разберешься, что тебе нужно делать. Мне, например, сказали, у тебя стартовой скорости нет, и ты не попадаешь в 50-й, 51-й год на финал. Обычно 50-й год брали 2 пятерки, одну 51-ю. Мне Голомазов сказал, наш тренер, ему сейчас 80 лет, сказал, что надо делать. Я на каждой перемене штангу приседал, 40 кило, маленькую, а на второй перемене прыгал. Приседал, прыгал, приседал, прыгал. Домой на 4-й этаж. Одну лестницу на одной ноге скакал, на другой. Портфель бросал и пошел на лед технику отрабатывать. Потому что тут сразу у нас во дворе собиралось много народу. Почему сейчас вот, чем больше катков построено, у нас другая сейчас жизнь у всех, правильно же? Чем больше катков будет, тем мальчишкам больше будет места, где заниматься. Есть такое понятие плотность занятий. Если мальчишка, например, набирает группу, человек 50, 3 тренера, ну сколько один плотность занятий, это сколько ты хоккейных действий сделаешь. И потом, я считаю, что детский тренер должен давать мальчику 6-7, до 8 лет, чтобы он импровизировал. Даже заставлять его делать вот это, но если ты хочешь что-то еще добавить своего, я бы, например, разрешил, чтобы они еще свое что-то добавляли, помимо вот этого. А то у нас получится, как лошадь на ипподроме, ей глаза закрывает, вот так вот она дорожку видит, больше ничего не видит. Вот чем больше катков, вот сейчас вот Третьяк выступал, и я думаю, наш президент не против, чтобы во всех регионах было побольше катков. Для этого ночная хоккейная лига была создана президентом нашим. Там к 9 тысячам команд уже приближается. Марат Славбекович, вы в хоккее очень давно. А в последние годы в Осетии именно вы наблюдаете рост внимания к этому виду спорта? Если брать конкретно этот год и прошлый, то, конечно, какой-то интерес возрастает благодаря тому, что построилась новая ледовая арена. До этого был, я помню, такой всплеск интереса, это Олимпиада в Сочи, которая была. Какие-то такие события, они, конечно, привлекают интерес, и люди начинают приводить детей на хоккей, на фигурное катание. Но вот я говорю, последнее, это то, что построили ледовую арену. Про ледовую арену. Какие преимущества у нас теперь с ней? У нас есть возможность, и мы будем пытаться продвигать эти возможности, чтобы мы тренировались на хорошем льду, там хороший лед, там хорошее освещение. Если будет возможность у нас там тренироваться, мы бы с удовольствием там тренировались. Но это пока в процессе идет этот вопрос. Плюс в любом случае 2 льда. Это ты можешь либо туда пойти, либо туда. Если там занято, какой-нибудь турнир идет, там свободно. Если там этот ближе ледовый сюда поехал. Но когда есть выбор, это всегда хорошо. То, что сегодня Кубок приехал в Осетию, получилось это сделать, какое это значение вообще для хоккея в Осетии? Это тоже очередной шаг, наверное, к популяризации. Многие, я думаю, есть даже люди, которые не знали, что такое Кубок Гагарина. Они сейчас увидят, узнают, хочешь не хочешь, почитают историю хоккея, наверное. Вячеслав Михайлович много чего рассказал. Кто-то посмотрит, заинтересуется, кто-то вспомнит. У нас есть очень много взрослых людей, которые сейчас уже родители детей, которые следили очень за советским хоккеем. Естественно, тогда они не могли тренироваться или отдать своего ребенка на этот вид спорта. А сейчас есть такая возможность. Сейчас посмотрят, допустим, интервью Вячеслава Михайловича, вспомнят что-то и захотят опять своего ребенка отдать на хоккей. И это тоже большой плюс, конечно, для нашей республики. Хотелось бы немного подробностей о новой арене, потому что
Опять же, меня там не было пока, к сожалению, но, как я слышала, там два льда. Один по канадскому там стилю, вот, на котором именно проходят там КХЛ матчи, а другой малый. Да. Тут немного подробностей. Ну, один стандартный лед, на котором проходят там соревнования, все что угодно можно проводить. И один тренировочный, специально для того, чтобы там, ну, либо отрабатывать какие-то моменты. Вот, опять же, как Вячеслав Михайлович говорил, там, бросковая, там, дриблинг, еще что-то. И это позволяет, в принципе, разгрузить основную арену. Лет 5 назад у нас было 5 команд, которые участвовали в первенстве. Нам очень не хватало льда, плюс еще фигурное катание. И нам очень не хватало льда, мы тренировались на полульда, разные возраста, и участвуя в официальных соревнованиях. Вот если бы у нас была изначально такая ледовая, как эта, то у нас бы не было с этим проблем. То есть там отрабатывают, здесь отрабатывают. То есть это большой плюс. Жень, объясни людям, которые далеки от хоккея, условно предпочитают там футбол или борьбу, почему хоккей самый крутой вид спорта, по твоему мнению? Здравствуйте. Я думаю, хоккей лучше других видов спорта, потому что командной работы очень много. Ты можешь лучше понять людей, которые тебя окружают. Мы все знаем, что свое название наша новая арена получила от тебя. Почему именно Тагбан? Расскажи об этом. Все началось, когда нам было с моей сестрой по 3 года. Мы начитались статей из Википедии и решили придумать свое собственное животное. Так появился Тагбан. Жень, а тот самый Тагбан, он как выглядит вообще? Тагбан это барс, только у него нету такого длинного хвоста с очень мощными, сильными задними ногами, лапами и передними, которые приспособлены для практически тех же функций, как у человека. Голова Тагбана выглядит как сам символ ледовой арены, который находится в центре катка. В основном Тагбаны питаются фруктами, но балансируют свой рацион мясом. Я не могу описать его очень точно, так как насчитывается более 22 видов и подвидов. Какие спортивные цели вообще ставишь перед собой? Вот главная цель, к чему ты стремишься, о чем ты мечтаешь? Я стремлюсь к тому, чтобы по возможности становиться лучше себя каждый день. И надеюсь, что смогу попасть в КХЛ. И сможет руками без перчаток прикоснуться к этому кубку. Да. Как обладатель этого кубка. Марат Исламбекович, расскажите про мероприятия, которые планируются вообще. Ну, в рамках общих мероприятий, которые Ростелеком проводит, у нас еще будет проводиться турнир среди любительских команд взрослых, которые участвуют в ночной лиге, вот опять же, о которой говорили уже. Это будет команда из Астрахани, Волгограда и Ставрополя. Мы, в принципе, часто пересекаемся и на финальных соревнованиях в Сочи, которые ежегодно проходят. А тут это будет у нас. Я когда приглашал команды и рассказывал, какие события помимо этого будут, они сразу согласились, с удовольствием приехали. Кто-то приехал уже вчера и тоже ждут кубок посмотреть. Но так совпало еще, что команда Астрахань, она его здесь увидит, этот кубок, потом они поедут домой, и там у них опять будет этот кубок. Но там турнира не будет по любителям, по взрослым командам, там немножко другие мероприятия. Но вот здесь вот у нас сегодня, получается, 2 полуфинала будет, и завтра уже матч за 3 и финал. Это вот именно спортивная часть. А помимо этого будет еще мастер-класс с участием Вячеслава Михайловича, покажет детям какие-то моменты, я думаю, это уже рабочие моменты. Вот. И торжественная церемония закрытия с 2 часов до 3 будет. В том числе вывезут кубок Гагарина на лед. Вячеслав Михайлович, завершить эфир хотелось бы вашими напутственными какими-то словами будущим хоккеистам. В Осетии. Давайте, да. Но если вы будете стремиться к какой-то цели в хоккее, которую вы хотели бы достичь, вы ее достигнете. Я говорю, при помощи тренеров и своей самоотдачи. Все равно каждый ребенок, когда ему становится лет 7, 8, все-таки понимает, что у него получается, что не получается. Если он очень нацелен и стремится к цели вот этой, что не получается, у меня будет завтра получаться, вот как
хороший защитник сказал, я хочу быть лучше завтра, чем сегодня. Я думаю, что будет нормально. И не 2 катка будет в Осетии, а будет их 22. Вот тогда вот эта массовость, она превратится в произведение искусства. Вот оно стоит, произведение искусства. Когда мы ребят осетин увидим, которые дотронутся без перчаток до этого произведения. Вот я так думаю. Спасибо огромное за то, что уделили время, внимание и удачи на всех мероприятиях. Спасибо. Дальше про любимую всеми вольную борьбу. В воскресенье в Румынии завершился чемпионат Европы. Для России он стал тяжелым в плане получения виз. А вот глобально для Осетии он удачный. В весовой категории до 74 килограммов уже 4-ю для себя медаль чемпионата Европы завоевал Таймураз Салказанов. В весе до 86 килограммов боролись 4 воспитанника Остинской школы вольной борьбы. Конечно, они представляли разные страны. Арслан Багаев оступился уже в стартовой схватке, но, пройдя 2 утешительные встречи, вышел бороться с земляком Арсением Джиоевым. На последней минуте медаль чемпионата ускользнула из рук Арслана. Джиоев провел 2 результативные атаки и вышел вперед. Напомним, что Арсений представляет Азербайджан. А вот Борис Макоев, представляющий Словакию, выступал в новой для себя весовой категории до 92 килограммов. Он пробился в финал, но там уступил опытному турецкому спортсмену. Тем не менее, серебро тоже хороший результат. Весовая категория до 97 килограммов прошла без Абдулрашида Садулаева. Его остановили на румынской границе и сказали, что его виза, по которой он уже пересек границу Испании, фальшивая. Абдулрашид, кстати, в стартовой схватке должен был встретиться с нашим Владиславом Бойцаевым. Влад прошел до полуфинала, но уступил. Тем не менее, схватку за бронзу сумел выиграть. Ну и 125 килограммов. Здесь выступал новоиспеченный представитель Болгарии Алден Хубулов. Пусть в этот раз золото континентального старта он не завоевал, но бронзу с престижного турнира домой привезти сумел. А вот эта новость лично меня обрадовала. Хетак Газюмов признан лучшим тренером 2023 года по версии UVV. Напомним, что почти год назад, в марте, Хетак Русланович покинул пост главного тренера сборной РСУ Алании по вольной борьбе. Тогда же возглавил сборную Азербайджана. Поздравляем остинских вольников и тренера с наградами. И желаем удачи на следующем международном лицензионном старте, который пройдет в начале апреля в Баку. На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире, дорогие зрители.